Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Именем Аллаха, хвала Аллаху, мир и благословение Его пророку. Ассаляму алейкум. Как вы, наверное, догадались по карте, которая лежит передо мной, в этом видео речь пойдет о проблеме чечено-ингушской границы. Я Сулейманов Джамбулат, автор 3 монографий и множества других работ по истории и этнологии чеченского народа. Ингушская сторона достаточно ясно выразила свое мнение по поводу границ, множество выступлений на митинге в Магасе. И чеченская сторона, как мне известно, до сих пор молчит. Я не считаю это правильным. И тем не менее отмечу, что в этом видео я выражаю исключительно свое личное мнение. Границы, как известно, создаются по тому или иному принципу. После разделения ЧССР на независимое чеченское государство и на Ингушскую республику в составе Российской Федерации, с самого начала чеченской стороне проведение границы виделось по принципу «на чем сошлись, на том и разошлись». То есть по границе 1934 года, когда две республики были соединены в одну. Но к моменту создания Чеченской республики, Чеченского независимого государства, территории Сунжинского района и части Малгобекского района уже были заселены выходцами из пригородного района, который не был вернут в состав Чечено-Ингушской ССР при возвращении из Казахстана. Чтобы удержать эти территории в составе Республики Ингушетия, ингушской стороной с самого начала предлагался принцип состоявшейся границы. Спор двух принципов не имел юридического разрешения с 1992 года по 26 сентября 2018 года, когда Кадыров уступил ингушскому принципу состоявшейся границы, и на самом деле чеченская сторона уступила Ингушетии два района, Сунжинский и часть Малгобекского района, который так юридически не уступил Дудаеву ингушской стороне, а вернее, так как в то время Чечня являлась независимым государством России. То есть общественность Ингушетии должна была радоваться такому дипломатическому выигрышу главы республики Юнусбека Евкурова. Но мы видим, что это, наоборот, вылилось в массовые протесты. В чем дело? Дело в том, что понятие состоявшейся границы чеченской стороной и ингушской стороной понимается по-разному. Оказывается, понимались по-разному. Как мы знаем, общественное мнение формируется интеллигенцией. Ингушское понимание состоявшейся границы имело в своей основе мечты ингушской интеллигенции, создававшей Ингушскую республику в конце 80-х годов, в котором виделось, что Ингушская республика должна состояться в пределах 3 районов Чечено-Ингушской ССР, Назрановского, Сунжинского и Малгобекского. То есть с тех самых пор и по сегодняшний день ингушская сторона все время стремилась к границам. Вот здесь проводят вот границы Сунжинского района с юга на север, вплоть до Малгобекского района. Вот Антешний район, в районе Горогорска. Сейчас. Вот стык Наурского, Сунжинского, Малгобекского районов. Именно в этих, по этой черте виделась в ингушской стороне состоявшаяся граница. Но дело в том, что с момента создания Ингушской республики никогда ингушская администрация не распространялась на всю территорию Сунжинского района. И с этой точки зрения чеченская сторона более права в своем видении состоявшейся границы, так как в ее видении состоявшаяся граница – это линия разграничения, которая была проведена между станицей Слепцовской и Северноводском после того, как
состоялась трагедия ингушского народа в районе, пригородного района. Ингушетия, входя в состав Российской Федерации, надеялась также вернуть себе, помимо этих трех районов, Назрановского, Малгобекского, Сунжинского, а также вернуть пригородный район Осетии, который является исторической территорией Ингушетии, является, в принципе, сердцем ингушской территории на равнине. Но события развивались трагично, и российские войска, призванные развести враждующие стороны, почему-то ринулись в сторону Чеченской Республики. И, как я уже говорил, в районе между станицей Слепцовской и Серноводском была остановлена чеченская армия. Были прорыты траншеи от Терского хребта до реки Аса в районе Чемульги. И эта территория стала той фактической границей, которая изначально прошла между Чеченской Республикой и Ингушской. Также в районе Аки-Юрта был выставлен чеченский пост, чтобы российские войска не продвинулись далее к территории Чечни. То есть на северном участке Сунжинский район также не вошел в состав Ингушской Республики изначально. И на южном участке был выставлен пост на мосту реки Фортанга в этом районе. То есть Сунжинский район по факту так целиком никогда и не вошел в состав Ингушской Республики. Вот у меня распечатанная карта, это частная любительская карта. Вот здесь не показаны территории станиц Асиновская и Сунжинская. То есть их муниципалитеты так и не ушли в администрацию Ингушетии. И вот эти территории, где нет населенных пунктов, так как вот здесь стоял пост, вот эта территория, которая нынешней администрации двух республик выровнены, эта территория передана Ингушетии от чеченского поста, который стоял в 1992 году, с 1992 года по 1999 год, до начала Второй военной кампании против чеченского народа. И вот по югу немного вот эта территория передана Чечне. В итоге выровнена. На самом деле граница проходила вот так ранее. Здесь пост стоял пост с 1992 года, также территория немножко была продвинута вглубь, на несколько километров вглубь Чечни. И на южном участке, на мосту реки Фортанга также стоял пост. То есть вот эти территории здесь не отмечено, и на севере, то есть, потому что здесь как бы стояли администрации двух населенных пунктов, она вообще не нарисована как бы на карте. Они никогда не входили в состав Республики Ингушетия, созданной в 1992 году. И по факту это есть состоявшаяся граница в видении чеченской стороны. Здесь мы приходим к выводу, что корнем вот этого кризиса приграничного проблемы является разное понимание чеченской и ингушской стороной понятия состоявшаяся граница. Дело в том, что эта граница, состоявшаяся граница, она не была стабильной на протяжении всех этих 26 лет. Во время первой военной кампании против чеченцев ингушские милицейские посты на дороге были не так глубоко, как после второй военной кампании, перенесены вглубь чеченской территории. Но после первой войны в 1996 году они были вернуты на свое первоначальное место расположения. А после начала Второй войны вот этот пост около Аки-Юрта был перенесен прямо под самый населенный пункт Горогорск. То есть включая даже те территории, которые входили в состав Чеченской Республики Ичкерия с 1992 по 1999 год. Здесь он продвинулся не очень много, а вот эта территория была включена в реестр ингушских земель, заповедных земель в 2009 году. До тех пор, вплоть до 1999 года здесь стоял, как мы уже говорили, чеченский пост. Затем до 2009 года, в течение 10 лет здесь, это был район военных действий, это горно-лесистые места.
и никому не было дел до этих территорий, потому что там проходили боевые действия. Но в 2009 году они были в одностороннем порядке с ингушской стороны включены в состав Ингушетии на бумагах. Практически здесь, в принципе, ничего не изменилось. В общем, мы разобрались с причиной возникновения данного кризиса земельного. Вот еще одна карта распечатанная с интернета. Но нехорошо так получилось. Тут буква Т не полностью вошла в распечатку. Вот сегодня в интернет-пространстве распространяются такие картинки, которые, естественно, будоражат умы ингушской общественности. Вот показана карта была. Как бы была такая территория. Но дело в том, что именно в таких границах Ингушетии, в истории своего создания как отдельной республики, как политической единицы никогда не существовало. Я сейчас покажу другую карту. Вот карта 22 года, когда Ингушская автономная область входила в состав Горской автономной республики от ее границы. То есть туда входит пригородный район, который здесь также показан, вот, немножко более темной краской, но не входит, вот сравните, вот здесь как граница идет, но тут в нее не входят земли Сунжинского казачьего округа. То есть тогда эта территория была такая. Затем вот территория, которую показывал Стало, как бы с 92 года, уже потерян пригородный район. Но как мы показывали на карте по состоявшейся границе, вот эти территории по фортанге вот здесь мы видим, которая как бы включена Стала. Вот северный участок. Они также, и вот здесь две станицы, которые так не отмечены, они никогда не входили с 92 года в состав Ингушской республики. И теперь уже показана карта, которая сегодня подписывается двумя сторонами, вычленяя те территории, которые, в принципе, никогда не входили в состав Ингушетии. И когда предлагаются вот такие три карты на одной картинке, вот, было, стало, хотят, в сознании ингушского общества создается впечатление, что ингушей давят с двух сторон, как осетины, так и чеченцы. Естественно, пригородный район, я говорю, что это исконно ингушская территория, незаконно переданная с Республики Осетия. С этим никто не спорит из чеченцев. Но вот эти территории, вот, по северному участку вроде бы, кроме Даута, Яндиева, никто особо каких-то возражений не имел. Сам митинг в Магасе был собран и имел резонанс территории разграничения по фортанге вот на этом участке. Поэтому я сейчас хочу обратить внимание зрителей именно на этот южный участок. Это тот участок, который стал камнем преткновения сегодня в вопросе границы. Ингушская страна считает, что это исконно ингушская земля, которая не должна была входить в состав Чечни. Но факт, что с 92 года по 99 год он не входил, был односторонне включен в реестр ингушских земель, и сегодня проведена дорога от Елхароя. Вот. Каланчурский район. Так, найдем озеро. Вот с Елхароя по реке Мериджа, вот дорога, которая раньше проходила, проведена, от Елхароя проведена дорога по
по реке Мирджа до моста, который разграничает по Фортанге Чечню и Ингушетию. И теперь посмотрим на карты. Вот карта на состоянии 21 год Горской автономной республики. Вот здесь мы видим этот участок по Фортанге. Потому что всегда есть претензии к чеченской стране, почему именно по 1934 году хотят разграничить. Здесь мы видим, что северный участок, Казачий округ, эта граница как бы менялась. Но вот эта граница с 21 года, она такая же по Фортанге. Вот карта 22 года. Здесь стрелка даже показана. Кто-то в интернет-сетях, кто-то хотел также показать, что граница верно проходит по Фортанге. Вот она. 22 год – это когда Чеченская республика вышла из состава Горской республики. Вот Горская республика, откуда Чеченский округ выходит в тех же границах. И вот в 22 году вот эта граница все время оставалась неизменной. Вот 24 год, когда сама Ингушская республика уходит из состава Горской автономной республики, она распускается после того, как из нее уходит Осетинская республика Ингушская. И вот мы видим эту же границу по Фортанге. То есть вот этот участок по Фортанге между Чечней и Ингушетией, это южный участок границы, он все время оставался неизменным по реке Фортанга. Я думаю, что сказанного вполне достаточно для того, чтобы убедить человека, который рассуждает логически, что сам спор по вот этому участку по Фортанге, который вызвал протест, который сегодня происходит в Магасе, он безоснователен. И вот еще одна карта по 1934 году до включения или до воссоединения Ингушской республики и Чеченской республики, но уже в 1929 году включено в состав Ингушской республики Казачий автономный округ. Вот граница Чечни и Ингушетии по 1934 году, в котором предлагали вернуться во время независимой Чеченской республики Ичкерия, Джохар Дудаев и последующие ее президенты. Вот здесь опять мы видим по Фортанге границу на южном участке. Но на северном участке Чеченскую республику и Ингушскую не разделяет Казачий округ. Он включен в состав Чеченской республики. Вот станица Вознесеновская, тут Слепцовская и все остальные до Карабулака, они все в составе Чеченской республики. И вот карта Ингушской республики на момент воссоединения в 1934 году с Чеченской республикой. Тут мы видим вот границу с Чечней. Тут также южный участок по Фортанге. То есть непонятно, чем руководствовались члены оргкомитета, которые руководят вот этим митингом. Все карты указывают на то, что никаких нарушений при проведении границы по реке Фортанге не наблюдается. На северном участке, вот этот спорный участок, мы уже видим Карабулакская, Троицкая, Нестеровская, Асиновская. Вот. Единственное, Бамут в то время входил в состав Галашкинского района Ингушской республики. Вот такой выступ. Бамут включен в то время в состав Ингушетии. И вот эта северная граница, она такая, вот, менялась. Сегодня, напротив, Бамут в составе Чеченской республики, а территории Сунжского района, они по факту пополам оказались в составе Ингушской и небольшая часть в составе Чеченской республики. Сейчас у меня с собой нет карт по царскому периоду.
Но вот этот участок по Фортанге, тот спорный участок, из-за которого произошел этот спор, он все время, вот этот южный участок границы между Чечней и Ингушетией, в принципе, именно в этом участке только и соприкасались Чечня и Ингушетия на протяжении всей своей истории до 1934 года. И в царское время всегда, начиная с 1861 года, все время он проходил по Фортанге. Был всего лишь один год, когда, кажется, тот же самый 61 год, когда этот участок был включен в Ингушский или Назрановский округ. Но воспротивились сами жители ущелья реки Мереджи, Цечой и Мерджой. Были прошения в администрацию царскую, и вот по протяжении года это обратно был возвращен в Аргунский округ, относящийся к Чечне. И с тех пор весь царский период граница между чеченцами и ингушами она проходила по этой реке. Теперь по тем, кто с ингушской стороны выступал по границам, Дауд Яндиев, в частности, считал, что вот этот уступленный Чечне участок, он относится к Нестеровскому, то есть эти поля относятся к Нестеровскому совхозу. Но если учитывать то, что реально граница до сих пор была прозрачная до момента 26 сентября этого года, но все эти годы она не была по факту в границах бывшего Сунжского района ЧССР. То есть эти поля, они не обрабатывались ингушской стороной, они были в ведомстве чеченской стороны, несмотря на то, что в советское время они входили, может быть, я не знаю, если министр сельского хозяйства говорит, то, скорее всего, это так и было. То есть в советское время они входили в состав реестра земель Нестеровского совхоза. То есть он считает, что так и должно вестись разграничение, учитывая те муниципальные земли или какие-то сельскохозяйственные угодья, как это было в советское время. Но это под собой не будет иметь почву, потому что сам Сунжинский район, он менялся в советское время. Перемены велись, кажется, в 1975 году. До этого существовал Галашкинский район, и он был в 1975 году включен в состав Сунжинского района. То есть эти изменения не происходили неоднократно вот на северном участке, как я уже говорил. И поэтому считать, так как граница в начале 90-х годов не прошла строго по линии границ Сунжинского района, считать, что на основе того, что какие-то муниципальные земли относились к каким-то другим станицам, которые сегодня входят в состав Ингушетии, то есть это не является принципом ведения разграничения между Чечней и Ингушетией. Другим наиболее ярким сторонником включения всех территорий по линии Сунжинского района ЧССР в составе Ингушетии является Муса Зурабов. Он в своих доводах опирается на административные границы, то есть на исторический аспект. Но дело в том, что сама административная граница Сунжинского района менялась не раз. Если учесть, что Сунжинский район является правопреемником Сунжинского казачьего округа, то мы видим, что вот после включения его в чеченство, он был сначала в 1929 году включен в состав Чеченской республики. Вот станица Вознесеновская, Слепцовская, Асиновская. И Бамут, вот по этой карте мы видим какой-то неестественный такой выступ, где Бамут включен в состав Галашкинского района Ингушской республики. Естественно, помимо того, что Муса Зурабов вообще в своих утверждениях заходит даже за линию вот этой границы советской, Сунжинского района. Он считает, что должен быть включен и Бамут. Некоторые члены оргкомитета свои аппетиты распространяют вплоть до Шами-Юрта, а некоторые до
пригородов Грозного до Алхан-юрта, включая Закан-юрт, Хамбирзи, Катар-юрт, Валерик, вплоть до Гихи и Урус-Мартана. То есть это практически пригороды Грозного. Но вот остановимся пока на этом. Бамут был действительно в составе, вот здесь, как мы уже показывали, Галашкинского района Ингушской республики. Но эти границы административно не раз менялись. Например, та же станица Стерноводская, на которую претендует Муса Зурабов, она, если так рассматривать, даже не входила в состав этого же Сунжинского казачьего округа, который вошел в состав Чеченской республики в 1929 году. Только после включения казачьего округа этих земель в состав Чеченской республики был включен Сунжинский район, Асиновская была включена. Но сам Сунжинский район, он и в советское время менялся после возвращения с выселки. Галашинский район был включен в 1975 году в состав Сунжинского района. То есть Бамут то входил в состав Галашинского района, Галашинский район сам вошел в состав Сунжинского, Бамут из него вышел, был включен в Чормартановский. Станица Стерноводская входила то ли в Грозненский, то ли в Чормартановский, сейчас не припомню, не входила в Сунжинский район, но с включением Сунжинского района в состав Чеченской республики ее также включили в состав Сунжинского района. Территории, входившие в Сунжинский район до включения, даже после включения в состав Чеченской республики, такие как Вознесеновская, Вежри-юрт, Таки-юрт, Новый Редат, они уже после возвращения с высылки были вычленены из состава Сунжинского района, включены в Молгобекский район. То есть эти административные границы, они менялись. И непонятно, почему именно в этих границах нужно претендовать было, воссоздавая новую Ингушскую республику, в границах Сунжинского района стремиться создать именно четко в пределах этих границ. И основываясь на этом, сегодня часто многие общественные деятели Ингушетии говорят, что ингуши сделали подарок, оставив чеченцам станицы Асиновскую и Стерноводскую. Хотя Стерноводская не входила никогда в состав Сунжинского района. Вот эти вещи непонятны. Тут, так как мы показали карту Чеченской республики 1934 года, с которым им не согласен Муса Зурабов, мы увидим также, возвращаясь уже к пройденной теме, что граница на южном участке проходит по реке Фортанге. Вот карта Ингушской республики к 1934 году на момент воссоединения. То есть соединение двух республик. Опять-таки мы вот здесь видим, что граница также по Фортанге. Станицы Карабулакская, Троицкая, Нестеровская, Асиновская, то есть они в составе Чеченской республики. Но Муса Зурабов заявляет, что вот эти территории в состав Чеченской республики были включены неправомерно, так как они являются исконно ингушскими территориями. Просто непонятна логика, по которой он обосновывает исконность того, что это исконно ингушские земли. Он говорит, что создавая горскую автономию в 1921 году, чеченцы Чеченский округ создали в тех границах, на которые они претендовали земель, и в тех же границах из него вышли в 1922 году. Так, не эта карта, 22 год. 22 год. Вот 22 год, когда Чеченская республика вышла из состава Горской республики. То есть он считает, что это именно есть чеченские границы исконные, что они не распространяются за пределы этих территорий. Но тут логика хромает. Если даже Сунжинский казачий округ не вошел в состав чеченского, он не вошел также в состав ингушского, по какой логике он считает, что это исконно ингушские земли? Он нам зачитал декрет 21 года от января, кажется, 21 года, в котором среди учредителей Горской республики не числится казачий округ. Есть другая карта.
Вот на этой карте мы видим, что северные границы здесь не проходят так. Это Северо-Кавказский край, который вклинивается в Горскую республику в виде вот этого казачьего округа. У меня сейчас с собой нет документов или возможности перепроверить, так ли это, является ли этот декрет подлинным. Будем исходить из того, что вот этот казачий округ не входил в состав Терской, Горской, то есть Горской республики. Он утверждает, что Чечня в 22 году вышла из состава Горской республики в тех границах, о которых заявили сами чеченцы. И они не предъявляли никаких претензий к землям казачьего округа. Но мы видим, что сам город Грозный был выделен отдельной единицей из состава Чеченской республики. Чеченцы и на него не предъявляли никаких прав, насколько мне известно. То есть это он считает обоснованием того, что эти земли не чеченские. И непонятно, почему он считает, что если они не чеченские, то они автоматически должны быть ингушскими, потому что они таким же образом, вот Ингушская автономная область, которая входила в состав Горской республики, и они также, вот эти казачьи земли, не входят в состав Ингушской республики. И когда Ингушская республика выходила из состава Горской республики, вот ее территория на момент выхода из Горской республики, что и мы видим, что они идентичны. Тут нам приходится возвращаться к истории. Эти казаки были поселены здесь в ходе Кавказской войны. Кавказская война велась против имамата Шамиля. Наследниками, правопреемниками имамата являются чеченцы и аварцы, два народа. Другие народности, небольшие тоже входили, но именно два крупных этнических массива, чеченцы и аварцы, являются правопреемниками имамата Шамиля. Столица была также расположена в одном из обществ Чечни, Ичкерии, введено. Вот тут как раз-таки вопрос к самой Ингушетии, потому что в состав имамата входили Галашкинское наибство и Арштинское наибство. То есть сам Галашкинский район начала 20 века, который входил в состав Ингушетии, он политически он принадлежит чеченскому этносу. Если уже разделять общий войнавский массив на два народа, политически и исторически он принадлежит чеченскому народу. Но так случилось, что в ходе проигрыша Кавказской войны Ингушетия не участвовала в противодействии агрессии Российской империи на Кавказе. Она как раз-таки заняла позицию, способствующую оккупации Кавказа. И после того, как Орстхоевский субэтнос, одно из обществ, таких же, как, скажем, и другие общества Чечни, в ходе Кавказской войны эта территория, она была как бы для разделения чеченцев и ингушей определена для поселения казаков. То есть бывался в клин между войнахами, разделяя и упрочивая свое положение среди ингушского общества. Таким образом, большинство орстхоевцев оказалось в пределах Османской империи. Кроме тех, кто участвовали в освобождении восточных земель Чечни где-то в 16-17 веках, которые расселились по всей равнине Чечни, вплоть до Дагестана. Сами орстхоевцы на своих исторических землях, кроме горных территорий, можно сказать, были переселены в Османскую империю. Вернувшись на свою родину, они застали свои земли уже заселенными казаками и были вынуждены расселиться среди ингушей, в частности, в селении Сагапши, вот здесь, ну и в меньшем количестве других ингушских сел, как
Сурхахи, Алиюрт и другие. Также Яндари является исторически орстройским селением предгорным, в котором также они вновь были поселены в небольших количествах, потому что уже село было заселено ингушами. Также казаки не хотели возделывать неудобные земли в предгорьях бывших орстройских, и селения, такие орстройские селения, как Алхасты, Галашки, Мужичи, Алкун, они были заселены выходцами из горного галгайского общества. С тех пор эти территории как бы уже являются по населению ингушскими, хотя исторически они являются именно орстройскими землями. И также тут возник другой вопрос, что орстройский субэтнос войнавский именно с покорением Кавказа частично вошел в состав тогда формирующегося ингушского народа. В связи с этническим единым происхождением не было таких психологических проблем, чтобы породниться, и на протяжении 1,5 века как бы орстройцы, проживающие на территории Ингушетии, себя осознают, уже сегодня осознают ингушами. Хотя процентов 70 орстройское общество все-таки населено именно в Чеченской республике. Переходим к вопросу субэтнического характера вот этого спора. То в горах, вот они, территории орстройские. Ну, в этом Галчевском районе тут только Галай, Балой, дальше Хайхарой, Мержой, Цечой, и дальше такие предгорные территории. Это Датыр, Гандалбос, Аршты, Галашки, остальные. Вот эти территории исконное общество Орстрой. На равнине до Терского хребта располагались равнинные селения, как я говорил, всегда они строились совместно с другими тайпами, чтобы их укрупнить, чтобы была возможность дать отпор внешнему врагу, потому что равнина, она всегда ее труднее защищать. И здесь из сообществ были как орстройцы, так и чеберлоевцы, и шатоевцы, и нахчмахкоевцы, и все остальные другие. Но так как территория вот этой равнины находится прямо у подножия Орстроевских гор, естественно, что в этих селениях большую часть составляли себя орстроевцы в этих селениях чеченских. Поэтому утверждать, что эти территории были ингушскими с политической точки зрения, так как Орстроевский Тукум, несомненно, это такое же отдельное общество, которое сегодня живет как среди чеченцев, так и среди ингушей, в то время представляющее, вероятно, себя отдельное общество, но политически оно входило в состав имамата, в составе Галашкинского наибства и Аштинского наибства. Ингуши вообще на тот период не имели своей политической единицы, хотя бы в составе другого государства, как Российская империя. Чеченцы в то время это независимое государство, имамат, то есть это федерация совместно с аварцами и другими дагестанскими народностями. Но в частности аварцы и чеченцы являются преемниками государства имамат. В этой ситуации мне непонятна логика Мусы Зурабова, почему территории, входившие в казачий округ, это именно и те территории, которые были переданы казакам в ходе Кавказской войны, вот нами указанные вот эти территории, почему они должны были являться исконно ингушскими, если на основании того, что они являются землями Орстроевского общества, то это не является доводом. К тому же надо учитывать, что захватывались территории именно у имамата, а в имамат ходили именно политически только те общества, которые считали себя едиными в борьбе против российской экспансии на Кавказ, среди которой не было именно как раз-таки ингушского общества. То есть разделение между чеченцами и ингушами, оно проходит как раз-таки по политической линии. Этнические чеченцы и ингуши – это
единый народ, по языку единый, по вере единый, по обществам, скажем, те же остроевцы, расселены среди чеченцев и ингушей. Есть другие типы, многие чеченские типы, такие как дишни, чанти, эхты, которые расселены среди ингушского общества, ингушского народа. То есть этнически, по обществам, по языку, по религии, по распространителям религии, то есть по всем факторам чеченцы и ингуши являются единым народом. Есть только политический аспект, который разделяет чеченцев и ингушей, и именно следуя этому политическому аспекту остройские территории, включая даже Галашкинский район, они являлись чеченскими, так как чеченцы являются правопреемниками Мамата, как я уже говорил. Таким образом, мне непонятно, как чеченцы могли по логике Зурабова претендовать на земли казачьего округа, в то время как в составе Советской России они являлись самым ненадежным народом, восставали в 22-м, 24-м. Казачий округ был включен только в 29-м, когда восстания в Чечне были, в принципе, подавлены. Но и претендовать на эти земли чеченские, оккупированные во время Кавказской войны, а также в ранний период оккупированные затерянные земли, чеченцы просто не имели никаких шансов, и также территории, которые отошли к Дагестану, как Аулский район, Хасавюртовский и другие, где были разбросаны десятки чеченских селений. То есть Зурабов утверждает, что в 22 году, где-то карта, так, чеченцы, уходя из состава Горской республики, претендовали только на те земли, которые являлись этнически чеченскими, в то время как мы знаем, что Аулский район не вошел в него, и селение от Гирзель-аула вплоть до Сулака, в котором были десятки чеченских сел, также не вошли. Если бы чеченцев спрашивали, то, естественно, эти территории также вошли бы в состав Чеченской республики. Поэтому глупо утверждать, что чеченцы ушли именно в тех границах, которые являлись этническими границами Чечни, и другие территории им как бы не принадлежали. Здесь еще непонятная черта ингушской интеллигенции, как бы чеченцы стараются во всех своих как бы выступлениях, заявлениях были бы только рады, если бы ингуши получили бы обратно свои территории в районе, пригородного района. И удивляет то, что ингуши в связи с пригородным районом говорят, что Чечня взамен пригородного района как бы якобы получила земли Наурского Шелковского района. Мусой Зурабовым даже был зачитан документ, в котором он указывает, что эти земли переданы Чечне из состава Ставропольского края для расселения в них чеченцев и ингушей. Такой документ мог быть создан именно с такой формулировкой, но тем не менее он не отражает реальности вот этой территории эзотерикам. То, что это не имеет под собой основу, вот карта Грозненской области. Когда чеченцы и ингуши были перенесены в Казахстан и Среднюю Азию, к Дагестану отошли чеченские, Наурский, Виденский и Нажиртовский район. Южная часть Чатоевского района отошла к Грузии, к Осетии отошли пригородные и Малгобекские и другие районы, часть Сунжинского района. Но оставшуюся территорию, не упраздняя, не передавая его в Ставропольский край, так как Грозный являлся мощным экономическим центром в составе России, были возвращены те территории, которые исторически до российской оккупации были в сфере, политической сфере, в зоне именно чеченского народа до бывшей Калмыкии. Известно, что до похода Петра I
существовала неофициальная граница между чеченцами и кумыками, и территории эзотерикам использовались как пастбище, как чеченцами, так и соседними кочевыми народами. В частности, нагайцами и калмыками. Нагайцы после Суворовского побоища были также переселены в этот край, хотя до этого они обитали в Приазовье и в Причерноморье. И вот я немножко отвлекся. То есть те два района, которые сегодня ингушская интеллигенция считает, что они переданы чеченцам взамен ингушского пригородного, они уже при возвращении входили в состав Грозненской области. То есть они не могли быть переданы чеченцам взамен каких-то территорий. Напротив, для того, чтобы вернуть Веденский Нажуртовский район, чеченцы решились Нагайского, Тарумовского, Кизлярского района, входивший в Грозненскую область. Пригородный район так и не вошел в состав Чечено-Ингушской ССР. Были возвращены Сунжинский, Назрановский, Волгобекский. То есть Ингушетия, она практически была полностью передана Осетии. Ее вернули в состав Чечено-Ингушской ССР, но без пригородного района. Так что это утверждение не является правдоподобным. Плюс хочется отметить, что в то время никто и не спрашивал чеченцев, чего они хотят. Горные районы, хоть и были возвращены в состав Чечено-Ингушской ССР, только в Веденский, Нажуртовский и в некотором количестве Шатоевский район были заселены люди, а труднодоступные горные районы, они не были допущены чеченцев к возвращению, потому что боялись возрождения обрядчества. Эти люди были расселены именно в Наурском Щелковском районе для того, чтобы разбавить этнически, потому что население Грозного и прилегающих станиц русскоязычного населения было недостаточно для того, чтобы состав этой республики хотя бы на 50 был русскоязычным. Именно в этих целях эти два района были включены в состав Чечено-Ингушской ССР, а сами чеченцы расселены, чеченские горцы расселены среди казачьего населения, чтобы быстрее пошел процесс ассимиляции. Также ингушам по неофициальной директиве надлежало расселяться в станицах Сунжинского района. Поэтому к моменту развала Чечено-Ингушской ССР именно в Сунжинском районе уже ингушское население оказалось в большинстве, чеченское и казачье население в меньшинстве. Факт того, что эти два района не были переданы чеченцам взамен пригородного района, и то, что если бы советская власть захотела бы там расселить ингушей, как и чеченцев, то она их расселила бы. Но мы не видим ни одного ингушского населенного пункта до развала СССР в этих районах. Хотя видим селение Коби, в котором проживало осетинское население, которое также насильно было переселено с Осетии. После развала СССР Коби опустело, осетины вернулись в Северную Осетию. Таким образом, мы видим, что мечта ингушской интеллигенции в 80-е годы, внушенная ингушскому народу, разбивается об реальность. В тех границах, в которых мечтала ингушская интеллигенция по районным границам ЧССР, Ингушская республика в начале 90-х годов так и не состоялась. Вообще границы, приграничный вопрос между чеченцами и ингушами, он куда более сложный, чем тот аспект, который я сейчас выдал в предыдущей части этого видео. Тут также существуют проблемы внутриэтнического характера, проблемы психологического характера и проблемы исторического характера. Вообще в ходе Кавказской войны наиболее ущемленным в земельном вопросе оставался чеченский народ, как флагман
борьбы против царской России на Кавказе. К развалу царской империи этот вопрос был несколько исправлен, так как чеченцы смогли вернуть некоторые территории, переданные казакам по Сунже. Но если в советское время учитывать национальную политику, сталинскую национальную политику, то в ходе вот этих всех манипуляций с границами наиболее ущемленными, естественно, остались в общем все в войнах, и чеченцы, и ингуши, но в особенности чеченцы, нежели ингуши. Свидетельством тому является, что в этом земельном вопросе, так как сегодня, к сожалению, к великому сожалению, братья ингуши соизволили предъявить какие-то притязания к чеченцам, забыв, что исконно ингушские земли находятся в Северной Осетии, предъявили какие-то предземельные претензии к чеченцам, хотя речь не идет о территории с населенными пунктами, и тем не менее такая буйная, яркая реакция, как митинг в Магасе, естественно, опечалил чеченцев. И мы видим, что аргументом того, что наиболее пострадавшие вот в этих манипуляциях, в этой игре «разделяй и властвуй», кремлевской игре, что наиболее пострадавшей стороной являются чеченцы, является тот аргумент, что на территории Чеченской Республики сегодня нет иноэтнических, в частности, имеется в виду кавказцев, населенных пунктов коренных, кроме двух кумыкских селений, это Барагуны и Виноградное. Но мы знаем, что на территории Дагестана находятся десятки чеченских сел, и на территории Ингушетии, небольшой республики Ингушетии, также мы находим 8 чеченских сел. И нет на территории Чечни также ни одного ингушского населенного пункта, населенного ингушами. Ингуши, естественно, отрицают, считают, что многие села основаны ингушами. В этом смысле они имеют в виду орстхоевцев. Но это всего лишь только хотение, чтобы это выглядело так. По факту сегодня в Чечне никто не найдет ни одного ингушского населенного пункта. Но есть такие селения, как Сидах, Акиюрт, Эршты. В частности, когда говорим об Эршты, они говорят не чеченцы, а мелхинцы. Мелхи являются чеченцами. Они в советское время были в паспортах указаны как чеченцы. За 26 лет нахождения в Ингушетии они отношение к этому не изменили. Этот подход, он очень опасен, потому что если бы чеченцы сказали, что не ингуши, а ферпинцы, или не ингуши, а цхороевцы, я думаю, ингуши это глубоко задело бы. Нельзя так говорить. Население Аршты, 99% это чеченцы, мелхинцы. И такие же селения, как Чемульга, Вежри-Юрт, Махмадрит и Вознесеновская, это все чеченские селения на территории Ингушетии. Те чеченские селения на территории Дагестана, они известны вдоль железной дороги, еще указаны Николаем Семеновым в 1913 году до реки Сулак. Многие хутора в Бабаюртовском районе, в Кизлярском районе, еще до выселения и даже до во время царской России, хотя Ермолов начал геноцид чеченского населения на Кумыкской плоскости, тем не менее до сих пор мы видим, что чеченцы сохраняют свое этническое присутствие в этих районах. Таким образом, непонятны все эти притязания к чеченцам по поводу земель. И было бы, конечно, намного лучше, если все строилось на братских отношениях, нежели взаимными претензиями и упреками. Тогда я думаю, что мы нашли бы компромисс и общий язык. Мы мусульмане, мы можем проживать на одной территории со смешанными населениями в селах. И все эти игры вокруг вот этих территориальных споров, они однозначно не на руку нам, кавказцам. Мы видим, что сегодня однозначно Кавказ разжигают. Для ингушей это вообще какая-то повторяющаяся история. Ингуши были использованы царской Россией в начале XIX века. Каждый раз Ингушетию наказывали после того, как Чечня была покорена.
То есть Ингушетия всегда использовалась как инструмент покорения Чечни, чтобы раздробить ванахский народ. Так было в начале 19 века. Во время Таймиба Булата был жестоко убит лидер ингушей арцхойского происхождения Цичоев, и было подавлено восстание. Также накануне поражения Имамата в 1858 году опять-таки было подавлено Назрановское восстание, которое было осуществлено тогда, когда было очевидно, что льготы, обещанные царской России, то есть ингушам было отказано в тех льготах, которые были обещаны, потому что уже было очевидно поражение Имамата, ближайшее поражение. Также было в начале 20 века. Советская власть много чего обещала ингушам, и в итоге ингуши лишились правого берега города Владикавказ. После возвращения с Казахстана ингуши были лишены самого пригородного района. К концу 20 века, когда чеченцы вновь стали бороться за свою независимость, опять ингуши в надежде, что вернуть пригородный район, решили остаться в составе Российской Федерации. Пригородный район, разумеется, не был возвращен Ингушетии, но опять ингуши подверглись очередному геноциду. Сегодня вновь кем-то раздувается вот эта межнациональная вражда. Чеченцы услышали много того, что вряд ли будет забыто в ближайшее время. Лидерами оргкомитета митинга в Магасе оскорбляются орстхоевцы, в частности, Иса Абадиев ругает орстхоевских лидеров, которые заявили, что они не желают спора вокруг их родовых земель. Также Сунжицкий район стал побратимом Навулакского района, чем задели чеченцев, акинцев. В адрес самих чеченцев сказано очень много гнусностей. Чеченцы пока что на это как бы ведут себя сдержанно, не отвечают на подобные выпады. Но я более чем уверен, что ингуши вновь находятся в преддверии очередной трагедии. Если здравый смысл не возобладает, не прислушается к алимам вроде Хамзата Чумакова и других старейшин, которые призывают к благоразумию. Античеченская пропаганда последних 20 лет сегодня вылилась вот такой нарыв, который мы видим в Магасе. Однозначно, я не хочу сказать, что все участники этого митинга отрицательные персонажи, это простой народ. Народ вправе требовать от своего руководства прозрачности в своих делах, прозрачности в договорах. В этом я целиком поддерживаю митингующих. Но то, что они позволяют выступающим высказываться в таком ключе, в таком уничижительном ключе относительно чеченцев, это абсолютно не красит участников митинга. Тема земель, естественно, не завершена, она могла бы иметь более широкое разъяснение, но я думаю, что часовой видеоролик достаточен. Если будут какие-то дополнительные вопросы, иншаллах, надеюсь, что я могу записать в будущем другое видео. Надеюсь на благоразумие кавказцев, и на этом хотел бы завершить этот видеоролик. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك